Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Получится ли у вас построить адекватные отношения с мужчиной, с которым вы сейчас в паре, либо присматриваетесь, либо в будущем. Да? Будем вот такую тему возьмем, именно посмотрим вас. Человека, который зашел на мою отсыпку. Получится ли у вас построить стабильные, крепкие отношения? Итак, мои милые, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, подумайте о тех отношениях, которые, на ваш взгляд, являются адекватными. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Получится ли у меня построить адекватные отношения, либо с мужчиной? Загадайте, если есть у вас кто-то на примете, либо просто на будущее. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вас и на отношения, которые у вас либо получались, либо получаются, либо будут получаться. Так. Но прежде всего я скажу по вам, что вы очень интересная. Интересная в плане того, что вы разная, разноплановая. У вас очень много увлечений. Вы человек, который не любит какого-то сидячего, застойного положения. Вам нравится новизна, вам нравится активность, вам нравятся новые горизонты, новые возможности. Вы человек, который не желает прозябать на одном месте и вести какой-нибудь скучный, обыденный образ жизни. Да, вы не фатальная дама, да, которая бегает за приключениями и ищет, да, себе приключения на пятую точку. Нет, вы очень разумная, вы в этом плане спокойная, но при этом вы не согласны жить как все. Вы не согласны жить по каким-то шаблонам, установкам и прочее, прочее. Отношения, которые были у вас до. Но честно, я, вот прям положа руку на сердце, я не вижу, что вы имели какие-то стабильные, счастливые, спокойные отношения. Наоборот, здесь либо было через край, либо, как говорят, too much, через переживания, через какие-то дележки, выяснения. Вроде мужчина неплохой, да, но раз там и мог загулять, да, мог там выпивать, маму мог слушаться, мог там друзей прежде всего там любить и почитать. То есть у человека был какой-то пунктик, может быть, кстати, и не один, какой-то грешок за ним водился. Ну и водится, наверное, такие по сей день. В принципе, я вижу, что и вы не сахарная девочка. То есть вы, если что, за колючим словом в карман не полезете. Вы привыкли в лицо высказывать, прям нравится, не нравится, все скажу. Вы не будете ни под кого там ложиться, прогинаться и подстраиваться. Нет, это не про вас. Ваша вот эта прямолинейность, она во многом вам вредит. Мужчины, которые были до, они были все незрелые, несостоятельные и несостоявшиеся. Но это все происходило, потому что вы им позволяли. Если бы вы немножечко включали бы больше там флегмы, либо какой-нибудь такой капризной девушки, может быть, все сложилось бы по-другому. Но когда мужчина входил с вами в отношения, он понимал, что ого, передо мной целая прекрасная, невероятная богиня, да, которая может и, не знаю, там поле посеять, урожай собрать, и там детей воспитать, и меня там прокормить, за собой там за руку поводить. То есть, ну, зачем мне напрягаться, да, если все она может делать сама. Плюс вы еще такая перфекционистка, да, то есть вы привыкли, чтобы все было красиво, идеально, точно, правильно. И если мужчина где-то что-то делал сквозь руки, да, у вас прямо аж коробило, и вы прямо ему говорили, что ты балда, надо делать так, 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 брали и переделывали. Он тупо улыбался, говорил, ну, видишь, дорогая, у тебя же хорошо получается, значит, делай все сама. Все на вас спихивали. А вы такая, вы не боитесь работы, вы за все беретесь с улыбкой, засучив рукава. Но, знаете, ну, перебор прям происходит, когда слишком много на вас всего падает. Я вижу, что вы немножечко по жизни вот идете такой черепашкой. Черепашкой, потому что, да, вы мудрая, да, вы крепкая, но вы
не спешите для себя, вы не спешите для какой-то своей жизни. То есть у вас все как-то идет очень медленно, потому что вы, еще раз говорю, да, вам нужно какое-то идеальное решение, вам нужна идеальная ровная дорожка, вам нужна идеальная семья. То есть вы слишком зациклены на идеальность. Это плохо. Это плохо. Почему? Потому что идеала в принципе в природе в целом не существует. Все имеет какой-то свой изъян, все имеет какую-то свою теневую сторону. И я понимаю, что у вас устои есть, что, скорее всего, кто-то вам чего-то там, мама может быть добрая, бабушка, да, вам всегда говорили, что вот отношения должны быть такими-такими, мужчина должен быть такой, женщина такой. И вы живете в этих клише. То есть вас это немножечко, ну, как в броню заковало, понимаете? Но при этом любви ведь хочется, счастья ведь хочется. И когда приходит влюбленность, вы же не спрашиваете у человека, ты какой, стабильный, ты хороший, ты обеспеченный, у тебя как голова на месте, все там в порядке. Нет, вы влюбляетесь в образ, вы влюбляетесь во внешний вид, а потом уже начинаете вести там диалоги, узнаете человека больше и глубже. Знаете, я не буду говорить, что все мужчины прям плохие были в вашей жизни. Здесь, скорее всего, идет половинка на половинку, да, 50 на 50. Вам мешает вот эта тяга к идеалу, да, чтобы у меня все было идеально, чтобы у меня все было четко по полочкам, по порядку, по графику, по уставу и никак по-другому. А в жизни так ведь только в армии бывает. А я не видела людей счастливых в армии, либо которые бы хотели пойти в армию, говорили, ох, но это же мечта, да, стать там военным, да, прослужить там солдатом. Наоборот, люди боятся таких правил, потому что все хотят гибкости, все хотят к свободе. Причем каждый очень сильно ценит внутреннюю свободу. Вы ведь тоже любите свободу, и да, вас тянет к внутренней свободе, но вот эти чужие путы, которые у вас глаза, скажем так, вам закрыли, вы их чувствуете, они тяжелые, и вы понимаете, что что-то не так вам рассказывали, что-то либо вам не договаривали, либо люди не совсем понимали тему, про которую говорят, что нужно все-таки искать именно счастье для себя, а потом уже все остальное и приложится. Потому что не бывает счастливых детей, если там мама с папой там бодаются, ругаются и не разводятся, потому что у них, видели, эти дети есть. Не бывает такого, что женщина там терпит годами, чтобы у нее была полноценная семья, чтобы никто ее не назвал разведенкой. Это тоже нехорошо. Вы знаете, вам нужно немножечко сбавить обороты. Вот лично я рекомендую немножечко подрасслабиться. Если есть возможность, поезжайте куда-нибудь отдохнуть, выдохнуть, да, продохнуть. Вообще вам хорошо было бы какие-нибудь такие отношения категории light, когда бы вы, например, не задумывались бы о будущем и не присматривались к вашему партнеру как к потенциальному отцу детей, да, и к законному мужу, да, который бы в будущем к этой роли, да, его не подводили образ. Тогда бы вы смогли расслабиться, вы могли бы отпустить вот эти все, скажем так, накрутки, установки, и вам бы было намного проще. После этого, когда вы почувствуете, что такое жить и наслаждаться, что такое не думать о будущем, что такое не зацикливаться на каких-то вещах, вам бы проще было, вы сами проще относились бы к жизни в целом. Я ни в коем случае не призываю быть такой, знаете, одним днем жить. Нет, ни в коем случае. Я призываю научиться получать удовольствие от жизни, чтобы не через «не могу», а «очень хочу» и «мне очень нравится, давай попробуем». Через вот это состояние. Мужчины у вас были, есть и еще будут. Поэтому выбор здесь, конечно, огромный. И с этой стороны, смотрите, и с этой стороны есть мужчины, которые от вас отворачиваются, которые, скажем так, либо уже были в вашей жизни, уже что-то натворили, накуролесили, либо, например, тоже бывает ситуация, да, что женщина хорошая, мужчина так себе, и мужчина мог там и уйти, что угодно. И вот смотрите, новые парни, горящие новые парни, которые стремятся в вашу жизнь. То есть, в принципе, здесь не пусто по мужчинам, они будут, и они будут достойные вас. Даже есть вот мужчина вообще какой-то, очень мне нравится, скорее всего, иностранец какой-то идет. Но вы выбираете не того, кто может, там, не знаю, стать идеальным мужем, прекрасным отцом, а именно того, с кем ваша душа будет радоваться, с кем ваша душа будет петь, с кем захочется просто расслабиться, посидеть, помолчать, не разговаривая, даже несмотря друг на друга, просто ощущать
друг друга. Вот такого человека выбирайте. Вам нужно выбирать не сердцем, не головой, а именно душой. Потому что ваш человек — это человек для вас в первую очередь комфортный, с кем вы себя чувствуете хорошо. Если вы будете выбирать для стабильности, либо для, не знаю, там какого-нибудь, чтобы показать, что да, вот у меня там муж не пьет, не курит, спортсмен. Вы понимаете, вы замаетесь таким человеком. Он будет для вас скучный, он будет для вас человеком, который ничего хорошего, скажем так, не несет. У него будут какие-то свои, может быть, установки, правила, которые вас тоже будут выводить из себя. Вы ведь человек, который интересуется, и вам нужен человек, который будет наполнять вас информативно ли, энергетически. Такие люди, они встречаются, но они, как правило, очень сильно нас напоминают. То есть в них заключаются вот наши двойнички, да, наши половинки, в них заключаются те же качества, которые есть в нас. То есть, да, может быть, где-то человек тоже любит, чтобы все было гладко, четко, идеально. Может быть, человек с какими-то своими правилами и устоями. И да, может быть, в первую очередь будет нелегко вам сойтись на каких-то, может быть, даже базовых позициях. Но тем не менее, вы своего человека почувствуете. С этим человеком захочется просто расслабиться и ни о чем не думать. Вы поймете, что вы этому человеку доверяете. Кстати, доверие — это очень серьезный фактор, который вам в жизни не дается. Вот у вас были люди, вы вроде говорите, вот я доверяла, а он меня обманул. Нет, вы до конца не доверяли. Вот у вас были отношения, да, вы человеку вроде как бы доверяете, а себе такую на курточку даете. А вдруг там он изменит, а вдруг там он что-то не так сделает, вдруг там ему где-то меня обманет, да, и вы человека вот программировали на такие поступки. Да, люди обманывали, да, люди где-то не договаривали, даже кому-то, я вижу, изменяли. Но тем не менее, милые, вот представьте, да, что вы тоже с кем-то встречаетесь, и кто-то тоже так мысленно начинает накрутку делать. Ой, она сейчас пойдет во все тяжкие, она сейчас там с тем пойдет погуляет, с этим пойдет погуляет. И вы понимаете, что человек вам в принципе не доверяет, да, и вы думаете, ну, если ты не доверяешь, окей, получай, да, и вы тоже вот прям пытаетесь даже не столько там гулять, сколько отомстить человеку. Поэтому, во-первых, выдыхаете, во-вторых, стабильность хорошо, адекватность хорошо, но для счастья нужны немножечко другие параметры, и вы каждая для себя знаете, что для вас бы было идеально. Просто здесь много девочек, скорее всего, посмотрят, и я не могу выделить какую-то одну черту. Но тем не менее, я могу сказать такую вещь. То, что вы в паре будете, и то, что вот два человека, между ними чаша любви, это есть, мосты наведенные есть. Вы найдете именно того, кто ваша половинка. Вы именно найдете того, кто будет вас полностью на 100% зеркалить. И с этим человеком вы будете выстраивать отношения. Никак по-другому. Вы знаете, я не буду говорить, что это идеальные отношения, они действительно будут адекватными. Когда вы будете с друг другом учиться, вы не будете перегинать палку, ни он, ни вы, потому что вы будете видеть в глазах друг друга отражение себя. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот такой человек идет. Этот человек, он... Кстати, у кого-то уже знакомство было, а у кого-то еще впереди. Но эти отношения не будут выстраиваться прям по кирпичику, а это не будут какой-то быстрый, да, вот познакомились, стали встречаться, поженились и все, живут люди. Нет, здесь будет очень достаточно медленно все выстраиваться, потому что вам нужно будет приспосабливаться друг к другу, вам нужно будет понимать, что ради любви, ради чувств нужно где-то что-то в себе менять, либо где-то прорабатывать, либо от чего-то где-то отказываться. Это будут идеальные отношения, но они станут идеальными после где-то вот 7-10 лет совместной жизни. Вы уж извините, но идет именно такая информация. Сразу я вижу, что между вами будет много притирок, между вами будут прям войны идти, семейные войны, всякие такие вот прям попытки друг друга, как говорится, приручить. А вам очень не скучно будет. Отношения будут очень перченые, очень такие прям... Но это, конечно, экшен будет. Вот именно, если вот по фильмам смотреть, да, это вот именно категория экшен. Не хоррор, как раньше у вас было, не фильм ужасов, а именно приключения, какие-то вот прям невероятные события будут врываться, там постоянно какие-то могут быть даже проблемы, которые вы все вместе будете там объединяться, пытаться решать. Это будет не скучно. Это то, к чему стремится ваша душа. Вы ведь понимаете, вы друг друга проработаете. У вас еще, знаете, по этому песку все впереди. Мои дорогие, меняйтесь сами,
и понимаете, что вам специально именно такого партнера дают, вашу половиночку, который бы помогал вам визуально понимать, что у вас не так. А вы будете понимать, менять себя, и ваш человек, он тоже будет смотреть на вас, понимать, что в нем что-то не так, и менять себя. То есть вы вместе выучитесь, пройдете такую школу жизни, которая научит вас быть счастливыми людьми, которая научит доверять, любить и принимать партнера таким, как он есть. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.